был. Сейчас повторим и посмотрим, кто круче. А давайте, кто промахнется, должен проставиться конфетами. Я не хочу проигрывать, у меня нет конфет. Ну тогда не промахивайся. Хотела бы я быть с ними. Просто хоть раз, чтобы меня позвали. Кто бы сейчас сладкого за просто так дал? Точно, конфеты. Тому почет и уважение. Еще лимонада, я от жары умираю. Я бы взяла бы даже без игры. Конечно, взяла бы. Ты за сладкую душ продашь. А если бы я... Если я дам им сладости. Они меня примут? Все, пора, на этот раз получится. Я говорю. Нет, твой мяч ушел за линию. А давайте заново. Кто поймает, тот главный. Кто хочет лимонада? О! Давай сюда. А кто хочет конфет? Я. Это ты нас подслушал? Я просто тоже хотел с вами играть. Нас, походу, услышали. Все как по заказу. Надо соглашаться, а то вдруг передумает. Ага, играем вместе, не вопрос. Я за. Главное, чтоб делился. Можно одну? Да, конечно, можно. Ладно, давай играть. Давай парочку.
Я больше не могу. Эта жара меня убивает. Да, давайте сделаем паузу. И у кого есть попить? А у тебя дома, ну, есть что попить? А у меня дома PlayStation есть. Правда? Настоящий? А какие там игры? У меня и гонки, и футбол, и еще файтинг. Все, решено. Идем к себе. Там и попьем, и поиграем. Я первый за джойстик. Я за лимонад. А я просто за вами. Давай, давай, почти догнал. Ты, как всегда, мимо поворота. Ансар, а дай еще сок. Кто хочет лимонада? Я. Я. У тебя тут круто, и плакат классный. А мне нравится эта лисичка. Можно ее потом взять? Бери, все можно. Все, ребята, я босс этого уровня. Давай еще сладкое. Ребята, берите. Эй, Ансар, а сок еще есть? Что-то пить охота. Ща принесу. Привет, как дела? Ты чего такой серьезный? Все норм, просто сок закончился. Эй, Ансар, а мне тоже сок подлей, ладно? Только не как в прошлый раз, полстакана. Да, щедрый у нас хозяин. Я свой стакан сам отмерил. А если еще печеньки есть? Давай, мы не гордые. Все хорошо, ничего страшного, ведь нет, я справлюсь. Долго он там. Давайте начнем игру без него. Да пусть тащит, все норм. Он сам этого хочет, типа гостеприимный. Ну да, а нам-то чего? Жанель, ты вообще меньше ела. Я маленькая, мне нельзя много. Вот это по-нашему. Смотри, чтобы не расплескал. Спасибо, Ансар. Эй, а я сейчас всех сделаю. Ага, тебя Жанель обгонит. Я быстро бегаю. У меня есть друзья, они здесь, со мной. Давай, твоя очередь, не тормози. Ну, наконец-то, а то хозяин игры без дела сидит. Сейчас Ансар нас всех вынесет. Ага, только сок не забудь долить. А можно потом мультики? Да, про единорогов. Да не, лучше футбол. Привет. Привет, привет. Ансара, ты уже гуляешь? Да. А что у тебя есть вкусного? Сок принес? Ну, хотя бы печеньки. Я вообще-то гуляю. А мы заскочим быстренько на минуточку. Да-да-да, не круглые печенье. Короче, давай, мы идем к тебе. Они пришли не ко мне, с радости.
Привет, как дела у вас тут? Мы тут ждали кое-что вкусное. Ансар, ну как? Да, ничего нет, все закончилось. Эх, скукотища, а я так на печеньки надеялся. Ну да, без вкусняшек что-то не так весело. Может, когда сами что-то поищем? А давайте сыграем в фанты или в прятки. Ага, и без вкусняшек, и играть как-то не так. Ну, я пошел тогда, так скучно. А я ведь хотела, чтобы все вместе. Не бегаешь ты так быстро, ты же опять споткнешься. Ты все равно не догонишь. Эх, вот бы сейчас печенье. Да забудьте уже, без него веселей даже. Может, мы зря так? Да ладно, он все равно найдет чем заняться. Привет. Я все подготовила. Идемте вместе играть, как раньше. Ага, это твой вертолет? Да, и теперь он работает. Ого, эти новые? Ага, папа из командировки привез. Ну, если так, то давай поиграем. Ладно, сегодня без вкусняшек, понял? А сегодня только игры. Привет, как дела, народ? Горячо, как в духовке, я пить хочу. Все для вас. И консоль тоже взял. Сегодня будет круто. Спасибо. Итак, что первый? Я уже начала. Я за тебя, Маль. А давайте вместе. Я придумал, победитель игры выбирает следующий конкурс. Сейчас поедим и нормально. Я первая была, ты чего? Нет, я раньше стоял. Да что вы как малыши? Надоело уже, лучше бы в догонялке. Ребята, хватит. Давайте без этого, мы же друзья. Она всегда лезет. Это ты лезешь. Я боюсь драться. Стоп, давайте по очереди. Ну правда, это честно. Замолчи ты, не ты тут главный. Точно, ты сам всегда влезаешь, а нам указываешь. У нас вообще был план играть или ссориться. Я просто хотела, чтобы все как раньше.
Это я ведь вас позвал, чтобы вместе было весело. Ну, вообще, я думаю, мы просто поиграем. Ну поиграли же, что теперь? Если не нравится, ну тогда не зови больше. Просто я хотел как раньше. Ну ты всегда хотел как раньше, а у нас все по-другому теперь. Да хватит уже, серьезно. Мне тоже грустно. Ну и пусть, он сам виноват. Надоел уже со своими правилами. Я не хотела его обидеть. Ладно, я пошла, надоело. А мы еще придем сюда? Без него? Конечно. Это не дружба, это какие-то правила и условия, кто главный. Лучше уж один, чем вот так. Что ж, Галочка, похоже, ты единственная, кто никогда ничего не требует, не говоришь, ты не главный, не злишься, не предаешь. Может, ты и есть мой друг, хоть и деревянный. Может, это нормально, может, это так у всех. А теперь пусто. Зато ты всегда со мной. Можно сяду рядом? Ну, садитесь. А я вчера видела паука большого на чердаке. Он как будто с бородой. Мы подумали, может, просто поболтаем? Без игр, без командиров? Ладно. А хотите, я расскажу вам историю про девочку, которая потерялась в лесу и встретила там говорящего совенка? Хочу, давай. А совенок, он был добрый? Да, он показал ей дорогу домой. А я бы с ним разговаривала каждый день. Хорошая история. Ну как там, совенок не скучал? Я думал про него. А хочешь, я тебе покажу ящерицу? Она смешная и бегает, как будто по льду. Я придумала историю про подземный город. Там все ходят вверх ногами. А там они тоже дружат? Конечно, даже вверх ногами можно дружить. А у нас вообще план. Каждый день по новой истории. Ты с нами? С вами. Привет, как дела у вас тут? Нормально, только жарко. Давайте кого-нибудь спасать от дракона. Я могу быть драконом. А кого спасать-то? Сначала придумайте хоть птицу. А можно я буду голубкой, который похитил дракон? Жанель, ты всегда хочешь быть птичкой.
Потому что я маленькая. Ладно. Дракон и голубка. А кто еще? Вот видите, опять не получается. И что не получается? Зато весело. Я все равно лишняя. Почему ты так? Ну, из-за меня вы ничего нормального придумать не можете. Это чушь, никто так не думает. Да мы не собирались выбирать. Нам и так нормально. Ансар, мне с тобой интересно. Серьезно, вчера из-за меня вы ругались, позавчера игра сломалась. Никто из-за тебя не ругался, это мы сами. Все равно. Нет, так нельзя. Он же наш друг. Мы должны что-то сделать. Да, и не просто придумать какую-то тупую дурацкую игру, а чтобы ему было хорошо. А можно я придумаю? Все вместе. Сегодня пусть уходит, а завтра мы его удивим. Но только не со сладостями, не с приставками. Придумаем что-то про него, то, что он любит. Договорились. Мне кажется, что мы делали что-то не так. Мы пытались играть по правилам, но, наверное, Ансар не чувствовал себя частью команды. Да, он как будто боялся что-то сказать. Мы слушали друг друга, но не его. Надо найти способ, чтобы он нас понял. Если сделать новую игру, что-то совсем другое, чтобы каждый мог почувствовать себя нужным. Ну как, у нас есть идеи? Ребят, я нашла новую игру. Давайте поиграем. Звучит здорово. Главное, чтобы Ансар почувствовал то, что он друг без лишних условий. Тогда завтра собираемся и начинаем подготовку. Я помогу с табличками, у меня дома есть все необходимое. А я приду с кисточками, буду рисовать для нашей игры. Значит, у нас есть план. У нас все получится. Вместе мы сильнее. Давайте подумаем, как сделать правила понятными для всех, чтобы никто не чувствовал себя лишним. Можно сделать так, чтобы каждый игрок выполнял свою задачу, и никто не мог быть сильнее или слабее. А если добавить элементы, то игра станет еще интереснее. Мне нравится идея, но как сделать так, чтобы все участвовали одновременно? Может, сделаем несколько этапов? Тогда будет время объяснить правила и помогать друг другу. Вот, кажется, мы почти закончили. Правила понятны, таблички красивые и игра веселая. Надеюсь, Ансар это оценит. Главное, чтобы он почувствовал себя частью команды. Мы сделали это вместе. Это будет настоящий сюрприз. Завтра вечером все принесем и покажем. Это будет началом новой дружбы. Я уверен, что у нас получится.
Никого нет дома, я не хочу никого видеть. Ансар, пожалуйста, запусти нас. Мы придумали кое-что для тебя. Мы специально придумали игру для всех нас. Мы понимаем, что многое было не так, но просим дать нам последний шанс. Мы хотим, чтобы ты почувствовал нашим другом, без условий и без правил. Мы этого ждали, Ансар. Ты больше, чем игрок. Ансар, ты теперь в нашей команде. Здесь нет ты и я, здесь только мы. Вместе мы сильнее. Спасибо, это действительно круто. Я давно так не улыбался. Все просто. Мы двигаемся по этапам, каждый помогает другому, и никто не остается в стороне. Каждый ход команда. Если кто-то запутался, не стесняйтесь спрашивать, а помогайте друг другу. Главное, чтобы каждый почувствовал себя частью. Эта игра не про победу, а про дружбу. И не важно, кто быстрее или сильнее. Главное вместе. Наконец-то я просто друг. Здравствуйте, ребята, у вас все хорошо? Волновались. Что-то вы припозднились. Мы с друзьями играли в новую игру, которую мы придумали сами. Хорошо, сынок, мы тебя очень сильно любим. Ты наш сын, и этого достаточно. Главное, что ты счастлив, и мы всегда рядом. Теперь я знаю, что такое дружба без условий.